Он родился на коне, а в свои за 60 даст фору любому наезднику. Татарский фермер у себя на родине в Башкортостане не нуждается в отдельном представлении. Да и слава о нем давно уже не идет и не бежит, а скачет впереди него. Хасан Идиатуллин один из тех, кто в советские годы поднимал с колен самые безнадежные колхозы и совхозы. Ему доверяли обреченные на крах предприятия, которым он вдыхал новую жизнь. Он один из самых отчаянных реформаторов сельского хозяйства. Одним из первых в Башкортостане в 90-е почуял ветер перемен. Благодаря чему все коллективное добро в его деревне не было разорено и разграблено, а было передано все до копейки по совести его односельчанам. Так в деревне Олотелек Иглинского района Башкортостана появились первые собственники, которые стали развивать свой бизнес на земле. Так бывший председатель совхоза Хасан Идиатуллин сохранил не только свою честь, но и свою родную татарскую деревню в предгорье Урала, о которой заботится до сих пор. Мы живем заботами, нуждами, чаяниями местного населения. Для нас девиз быть в обществе и быть свободным от общества нельзя. Для нас девиз с собой туда, вглубь 2 метра, ничего не унесешь. Даже носки штопанные снимут, не дадут. Его жизнь как большая книга, листая страницы которой он переживает заново события давно минувших дней. Его бизнес, как птица Феникс, не раз возрождался из пепла. И это отнюдь не образное выражение. Его фермы не раз сжигали дотла, его бизнес не раз пытались затоптать, захватить, разрушить. Но в его жизни всегда были 2 опоры. Это его семья и любимое дело. 6 раз почти стакан сожгли. 2 раза кормовой двор сожгли. Почти стакан. 1 раз у нас был филиал, почти стакан сожгли. Потом конюшню 14 лошадей, чистокровные английские, в день выборов, это было 14 октября 2012 году, все почти стакан сожгли. Дом сожгли. Поэтому нас просто так, испугом, мы татары, мы теперешевские, мы чечменские. Все, вот это все сказано. Татары можно только договориться. И полюбить, и в них влюбиться. Это какая душа, какое сердце должно у человека. А знаете почему? Муса Джалиль сказал, татар не перепрыгнешь. У нас ход быстрый. В этом комплексе около 1500 лошадей. Предприятие Хасана Идиатуллина многие годы ведет целенаправленную селекционную работу. Сегодня это один из 6 самых крупных коневодческих хозяйств в Башкортостане. Лидер агропромышленного комплекса республики. Ежегодно татарский предприниматель в казну республики направляет свыше 6 миллионов рублей. Но есть еще одно обстоятельство, которое не имеет цены. Лошади Хасана Идиатуллина – обладатели многочисленных медалей и наград, различных международных конкурсов и выставок. Он первым на свои средства начал вывозить своих лошадей на показ. Так они стали визитной карточкой Башкортостана. Сегодня за этими лошадьми приезжают заводчики из Монголии, Бурятии, Казахстана, стран Европы и Азии. И все потому, что невзрачные лошадки являются представителями особой породы. Это было доказано научным путем. В 2002 году представители Кембриджского университета приезжали в Олотелек и взяли пробы для генетического анализа крови этих лошадей. В результате этих исследований была обнародована весьма удивительная информация. Эта порода лошадей аборигенов существовала еще 5000 лет тому назад и является прародительницей всех пород лошадей на земле. Казалось бы, на первый взгляд, такие неприглядные, не рослые, не яркие, не слишком эмоциональные, но в этих лошадях нет ничего лишнего. В них все то, что заложено природой. По словам заводчиков, именно так выглядели первобытные лошади, те, что стали добрым другом и опорой для человека на долгие времена. У них самая высокая степень на самозащиту, на инстинкт самосохранения, следовательно, выживаемость. Но выживаемость, самосохранение, конечно, это основа фундамента продуктивности, производительности, себестоимости, закон экономики.
Эти лошади, к примеру, абсолютно не боятся волков. Природой так устроено, что волки нападают только на то животное, которое выделяет гормон страха. Этим животным страх и паника не присущи вообще. Хасан Идиатуллин признается, что высокая стрессоустойчивость – это природа не только его бизнеса, но и его национального характера. Потому что в любой ситуации он остается верен своей крови и своему духу. От сата білмей. Отта ұрышекнен измені yok. Milletler birsin satalar. Atasını da, anasını da, balasını da satar. Attan da yok. Adet de yok, tilek de yok, mümkünçülük de yok. Şunun için biz atlarımızla soruyorlar. Sizin atlar nindi takımından deyip. Kime eteyinde. Tatar takımı deyip. Min Tatar burgaç, Tatar takımıdır indi. Şundan Başkırt takımı. Min Başkırt'ta yaşayayım. Belki Başkırt takımıdır. Belki tügül. Haberi yeni. Эту идею он вынашивал несколько лет, а реализовал без подготовки и репетиций буквально за один день. В этом и есть весь Хасан Идиатуллин. За ним невозможно угнаться, его невозможно обуздать. Со мной можно только договориться, говорит татарин, вставший на дыбы. Это его ответ Чемберлену. 1300 лошадей в едином порыве – так показали решительное и бескомпромиссное слово своего вожака. И почему мы татары? Но, конечно, мы татары. Но больше, чем внимание, интерес, больше, чем опору на лошадей, больше, чем татар. Так мы и второе население в России. Кто еще сделал? Хасан Идиатуллин мечтает довести свой табун до 10 тысяч лошадей. И для него это отнюдь не прожект, а реальный замысел, в воплощении которого никто не сомневается. Ни добрый сосед, ни далекий брат. Ведь для каждого из них он свой, татарин. Мы врожденные аграрии. На нас Россия стоит. Россия на нас стоит. Эльзира Юзаева, Андрей Кузьмин и Константин Илларионов. 7 дней.